Меньше суток до старта самого интеллектуального марафона длиною в 2 дня. На подготовку ушел ровно год. Тема этого фестиваля стала известна еще накануне предыдущего. Вопросы здоровья как плавное продолжение проблем экологии. И, как прежде, ставка первого дня фестиваля на выпускников школ, будущих абитуриентов. У нас идет такая большая профориентационная работа очень. Каждый год мы стараемся сделать так, чтобы школьники могли определиться с выбором будущей профессии, раскрыть потенциал вуза, дать вузу возможность раскрыться и показать, что у него есть, чтобы привлечь студентов. Работа кипит и в самом КГМА. Мастер-классы и демонстрационные будут на всех 4 этажах медакадемии. В фойе первого этажа уже завтра будут открыты импровизированные кабинеты специалистов. Самое интригующее название у стоматолога – «Зубная фея». В общей сложности в первый день фестиваля завтра будет занято 200 человек. Объяснять и показывать, проводить экскурсии – все это будут делать студенты старших курсов медакадемии. Попробовать свои силы можно будет на мастер-классе экстремальной хирургии. Завтра мы нацелены на показ тех ситуаций, которые могут попасться каждому в жизни. То есть это около 10 ситуаций, что можно встретить на улице, в школе, на работе. То есть то, что может оказать человек до приезда скорой помощи. Увидеть внутренний мир человека под микроскопом вполне реально, считают на кафедре гистологии. К завтрашнему фестивалю образования здесь подготовлено 5 образцов, самых интересных. Костная ткань – то, что составляет основу нашего скелета, мозжечок – центр равновесия, ткани мышц, кровь, ее структура. Обещают, от микроскопов желающих посмотреть все это на клеточном уровне будет не оторвать. На этом основана и нанотехнология. Новые препараты, которые на микроскопическом уровне лечат именно не весь организм, а именно прямо вот клетки, те клетки, которые повреждены. Самый шокирующий и самый закрытый музей откроет свои двери для посетителей завтра. Экскурсии в музей пластинации морфокорпуса КГМА будут проходить с 10 утра до 16:00. Основанный в 1998 году, сначала он насчитывал всего 500 экспонатов. Сегодня их число превышает 2000. Все то, что когда-то было живым человеком или частью его, забальзамированное и законсервированное особым образом. В обычное время доступ сюда имеют только преподаватели и студенты КГМА, практикующие врачи. Всем остальным хода нет, но только не завтра. К слову, всего в мире существует только 5 подобных музеев. И один из них в нашей стране. Здесь можно увидеть все. Там расположение сосудов, органов. Мы показываем не только нормы и патологии также. Приходят врачи. Обычно перед операцией тоже им интересно, чтобы еще один раз посмотреть и правильно сделать оперативное вмешательство. Второй день фестиваля образования пройдет в центре Бишкека. Начало в 10 утра у памятника Курманджан-Датке. Программа не менее насыщенная. Мастер-классы по рукоделию и прикладному искусству, показательные выступления спортивных секций и танцевальных коллективов, выставка-продажа книг и ярмарка цветов «Цветочный рай». Скучать не придется. Юлия Кулешова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.